Размышлизмы, 18 марта 2021 года. И сегодня я поразмышляю на тему русских республик внутри Российской Федерации. Почему полезно создать русские республики из имеющихся областей? Напоминаю, на текущий момент в так называемой Российской Федерации существует, по-моему, 22 национальные республики и там 50-60, примерно там столько штук областей разных. Плюс еще 2 города федерального значения и так далее. В общем, смотрите. Суть такая, что почему я считаю, что нужно создать русские республики. Почему я считаю, что это было бы неплохо. То есть Русская Дальневосточная республика, Русская Сибирская республика, Русская Нижегородская республика, там, Русская Уральская республика, Русская Тульская республика и прочее. При этом вот эти республики из областей, в некоторых случаях при желании они могут объединяться в какую-то одну область. Допустим, если есть 2-3 области русские, в которых там по 1 миллиону живут, да, почему бы им не объединиться в одну республику? Пожалуйста. Никто не мешает. Вот, теперь, что хотел бы сказать. Почему я сторонник этой идеи? Ну, во-первых, это федерализм. То есть, давайте так, во-первых, и самое главное, это субъектность русских. Да? То есть, в конституциях этих республик должно быть прописано, что вот русские – это государствообразующий народ, соответствующий Русской Нижегородской республике или русской какой-то другой республике и так далее. Раз. Соответственно, они должны иметь возможность свои этнические интересы отстаивать, в том числе внутри России. Да? То есть, возможно иметь какие-то ограничения в части приема мигрантов, да? То есть, при желании и так далее. То есть, вот если местное население не хочет, чтобы какие-либо мигранты составляли слишком высокую долю населения, да? Соответственно, они могут как-то законодательно это влиять и говорить, что вот мы не хотим, чтобы, допустим, Шамиль, да, вот меня Шамиль зовут, чтобы представители там такого-то народа, либо такого-то народа в слишком больших количествах, там, в превышающем столько-то процентов населения, были у нас в нашей Русской Республике. И они, соответственно, будут иметь на это право. Да? То есть, если вы в своих русских республиках придумаете такие законы, вы сможете ограничивать въезд в ваши русские республики лиц нерусской национальности, соответствующих национальностей. Да? Раз. Второй момент, что касается вашей субъектности. Ну, понятное дело, что у вас будет своя территория, которую вы будете считать своей родиной. Вот ваша республика – это ваша родина. Не 7-я часть суши, которую вам назвали Россией, что это ваша родина, великая страна, да, а конкретно ваша родина. Конкретно сколько денег вы имеете, да, какие предприятия, которые у вас в Русской Республике находятся, кому они принадлежат, кому принадлежат ресурсы, которые находятся в земле вашей Русской Республики, вам или олигархам с Москвы, Путину там и прочим. Вы будете иметь больше возможности влиять на власть, которая там в Русской Республике, потому что вы ее сами будете избирать. У вас будет федерализм. В том случае, если у вас есть профицит, как бы это сказать-то, если вы больше денег отсылаете в московский бюджет, чем получаете, у вас будет больше стимулов за бюджетный федерализм, да, чтобы требовать, чтобы больше денег оставалось в вашем регионе, в вашей Русской Республике и прочие моменты. То есть вот именно по этой причине, часть этих причин я обозначил, вам выгодно иметь русские республики. Но плюс еще к этому моменту вы будете иметь возможность внедрять и осуществлять те идеологии, которые вам близки. То есть вот мне абсолютно без разницы, что вы там будете делать. Меня это не касается. Хотите, стройте коммунизм. Стройте коммунизм у себя в Русской Республике. Хотите, введите там английское право, да, если это будет возможно, чтобы вы могли привлекать западные инвестиции. Да, вот, если вот вы посчитаете, что право Российской Федерации, которое есть, все эти законы, все эти проверки, санэпидстанции, там, прокуратура, разные вот эти вот пожарные, еще кто-то, они созданы так, налоговая система российская, так, что невозможно вести нормальный бизнес, то вы в рамках Русской Республики можете, соответственно, если народ вас поддержит, да, ввести английское право и сказать, что вот, пожалуйста, компании, приезжайте к нам, инвестируйте в нас деньги и так далее, и так далее. Нормальная, прозрачная
английское право, да, и прочие моменты. То есть, в зависимости от того, что вы хотите, вы можете это реализовать в рамках своей Русской Республики. Вам вот это вот московские варье не сможет мешать. И как бы если у вас будет свое местное варье, то со своим местным варьем бороться гораздо проще и легче, чем вот с таким вот варьем, которое на общефедеральном масштабе, да, с этим олигархатом. Вы же понимаете, что если у вас есть какой-то местный вор, который там все захватил, ну, вот в Хабаровской ситуации уже вы видели, сколько митинги были и так далее, да, то убрать одного местного вора это гораздо проще, чем убрать вот этого вот товарища, у которого ядерное оружие, у которого 400 тысяч росгвардейцев и прочее. То есть поэтому в Русской Республике у народа будет больше возможностей. Вот в Нижнем Новгороде было народное вече. Да? В Нижнем Новгороде люди выходили на народное вече. И когда им что-то не нравилось, они там что-то говорили, при желании свергали власть, там еще что-то и так далее. То есть ваш голос будет более слышен, вы в большей степени сможете влиять на ситуацию конкретно в вашем регионе, конкретно в вашей Русской Республике. Это вот такой аргумент. И следующий аргумент, он самый главный для меня. То есть я являюсь башкирским либеральным националистом, и для меня это самый главный аргумент. Вы в своих русских республиках будете жить и делать все, что хотите, и не будете лезть ко мне в мою башкирскую республику. И вы также не будете лезть в Мордовскую республику Эрзи-Мокша, в Марийскую республику марийцев, вы не будете лезть в Удмуртскую республику удмуртов и прочее. Вы не будете мешать жить национальным меньшинствам. Вы не будете навязывать им русский язык, вы не будете осуществлять, быть инструментом этноцида и лингвоцида российского государства. С помощью вас Путин не сможет русифицировать коренные народы России. Он не сможет с помощью вас, значит, внедрять русский язык и уничтожать родные языки. Удмуртский, марийский, башкирский, там, якутский, я не знаю, там, карельский, коми язык и так далее. Да? Потому что вы будете в рамках своих русских республик как бы все это делать, а коренные народы, они будут защищены, в том числе от вашего русского языка. Понятное дело, что так как мы находимся в рамках одного государства, которое называется Российская Федерация, у нас государственным будет в том числе и русский язык, но наши родные языки, так как у вас будет своя субъектность и возможность жить в своих русских республиках, я надеюсь, она будет больше защищена. Теперь давайте перейдем к картинке по поводу взаимодействия разных групп и так далее, как в истории все это происходило. Посмотрите сюда. Вот 5 штучек, да? Просто я вам зачитаю. Геноцид, лингвоцид плюс этноцид с участием, с убийством пассионариев. Это второе. Третье, лингвоцид плюс этноцид. Четвертое, это мультикультурализм. И пятое, это поддержка лингва и этноразнообразия. Вот смотрите, в чем проблема, уважаемые русские, чтобы вы понимали. Вот когда уважаемый русский приезжает в Республику Карелия, видит там прекрасную карельскую девушку, женится на этой красивой карельской девушке и уезжает в Русскую область. И потом у них рождаются дети, через 1-2 поколения эти дети все говорят на русском языке, и они вообще забыли, что их предки были карелами. И вы просто фактом женитьбы на карельской девушке уничтожили еще одного представителя карельского этноса, которых примерно 10% на их территории. Да? Вот просто, чтобы вы понимали. Просто фактом того, что вы взаимодействуете с ними, вы их уничтожаете. Просто тупо из-за этого факта. Просто вот вы приехали, пообщались с ними, что-то там, да, увезли куда-то, все, вы уничтожаете эти народы. И чтобы вы понимали, народы можно уничтожить несколькими путями. Например, с помощью геноцида. Вот Гитлер уничтожал с помощью геноцида. Там, Холокост евреев, например, да? Или, допустим, вот против Советского Союза там Гитлер напал, там, и прочее. То есть, ну, это же Великая Отечественная война там, и так далее. То есть это как бы убийство с помощью геноцида. Это когда просто тупо солдаты приходят, убивают. Это геноцид. Народ можно уничтожить с помощью геноцида. Народ также можно уничтожить с помощью лингвоцида и этноцида. Что это такое? Это когда кто-то приходит и навязывает свой язык. И когда уничтожается другой язык,
И те, кто говорил на своем родном языке, они теряют свой язык, происходит лингвоцид, и они постепенно потом теряют свое этническое самосознание, происходит этноцид, и народ исчезает. Вот вы, если посмотрите, какова численность и динамика народов карелов, да, народов коми и прочих финно-угорских народов, вы увидите, что их число постоянно снижается от переписи к переписи. Численность удмуртов и так далее. Почему их численность снижается? Это происходит не потому, что происходит какой-то геноцид, кто-то их специально убивает. Нет, это происходит потому, что им языки уничтожаются путем русификации. То есть, они имеют какой-то менталитет такой, не боевой, да, то есть они как-то не отстаивают особо сильно. Вот Альберт Райзен — это случай, когда человек совершил самосожжение, это, конечно, отдельный случай, да, то есть, я не хочу говорить честь и хвала, то есть это отдельный такой случай. И сейчас они немножко активизировались в телеграм-каналах, я обнаружил, то есть что-то у них там наконец-то появилось. Но, уважаемые русские, я обращаюсь к русским не фашистам, да, то есть, если вы русский фашист, и ваша задача всех русифицировать и навязать всем русский язык, уничтожить родные языки народов России, уничтожить национальные республики, уничтожить карелов, удмуртов, марийцев, башкир, якутов, чеченцев, ингушей, осетин, татар, эрзи, мокши. То есть, если вы фашист, то мне с вами разговаривать нечем. Вот. Если же вы не являетесь русским фашистом, а являетесь русским националистом, да? То есть русские нацисты, мне разговаривать с вами не о чем. Русские националисты, с вами можно о чем-то поговорить. Русские националисты, вы бываете разных типов. Если вы русские либеральные националисты, то нам совершенно точно есть о чем поговорить. Соответственно, вот русские либеральные националисты, да, если вы вообще существуете. Вот смотрите, какая ситуация. Мы не хотим быть русскими. Вот мы, представители коренных народов России, мы не хотим быть русскими. И в вашей классификации есть народы, которые, как кавказские, которые не ассимилируются в русских, да, и поэтому у вас такое не совсем хорошее к ним отношение, да, скажем так. А есть народы, которые ассимилируются в русских. Это вот финно-угорские народы, например. Понимаете, вот эта позиция, она не совсем такая честная, давайте скажем вам, да? Она не совсем честная. Вот. И сейчас эту мысль не хочу развивать. То есть, если вы, русские, хотите свою русскую субъектность, то я всячески ее поддерживаю. Вас, русские республики, которые не лезут в национальные республики, в Башкирскую республику, Башкортостан, в Удмуртскую республику и так далее, которые не мешают и не ассимилируют нас в русские, в российские этносы и прочие этносы, да, которые не идут на... То есть, вот что делает Путин? Давайте по-другому скажем. Путин вас использует в политике для того, чтобы вы нас русифицировали. Для того, чтобы вот мои дети на моем родном языке не говорили, а говорили только на русском. Он вас использует. Да? Русский язык, русификаторство, вот это все. И так далее, так далее. То есть вот все, что делается, это... Давайте я просто покажу эту табличку, да, и по этой табличке пройдусь. Вот. То есть изначально, давайте издалека, изначально на Евразии, континент Евразия, жили неандертальцы. Неандертальцы главенствовали где-то 200 тысяч лет. 200 тысяч лет коренными жителями Евразии были неандертальцы. Затем сюда из Африки прискакали кроманьонцы. Кроманьонцы такие товарищи черненькие. Значит, вот они сюда прискакали с Африки. И начался геноцид неандертальцев. Был геноцид неандертальцев, в общем, и вот этот Homo sapiens, к которому я тоже отношусь, вы тоже, скорее всего, относитесь. Вот эти представители вида Homo sapiens, они есть результат гибридизации и геноцида со стороны, кроманьонцев и неандертальцев. Там еще денисовцы есть, Но вот если мы посмотрим население Евразии, то примерно
от 2 до 11% в генах это неандертальские гены. Там, примерно там 89-98% это кроманьонские гены. Вот у Homo sapiens. Примерно такой расклад. И оказывается, где-то я читал, неандертальских генов нету у представителей вида Homo sapiens, их так называют, южнее Сахары. То есть вот в Черной Африке там чисто кроманьонцы. Там без неандертальских генов. Вот. Ну это так, это немножко погружение в историю, как бы, да. А здесь я просто хотел бы сказать про геноцид. То есть все-таки, наверное, был геноцид кроманьонцами неандертальцев. Кроманьонцы и неандертальцы это один вид, это не разные виды, потому что если в результате спаривания рождаются дети, то значит это представители одного вида. Вот когда кроманьонцы и неандертальцы спаривались, насиловали друг друга, там кроманьонский мужчина прибежал, увидел неандертальскую женщину, ее изнасиловал. И родились дети какие-то. То, если они родились, значит это представители одного вида. То есть с биологической точки зрения это представители одного вида. Да? И вот был геноцид определенный кроманьонцами неандертальцев, скорее всего. То есть древнее взаимодействие разных групп так называемых людей, да, это геноцид. Вот разные группы вот этих, они осуществляли геноцид. Встречались и убивали друг друга. Геноцид. Что дальше было? Дальше вот эти вот люди развивались, там разные империи, группы, кочевники, не кочевники, там, кочевали туда-сюда, убивали друг друга, какие-то государства, княжества, там разные, крепостное крестьянство, там еще что-то, в общем, помещики, там, элита, которая говорила на французском языке, крепостные крестьяне, которые говорили на каком-то древнерусском, скажем так, да, и прочее, немецкое знать, там еще что-то. И вот потом вот эти башкиры, которые, значит, там, вотчинники там разные, да, там, и так далее, и так далее. И вот затем государство приходит и устанавливает свою власть, империя. Там какая-то империя взяла и захватила какую-то территорию, какая-то империя. И что делает эта империя? Ну вот, давайте посмотрим. Допустим, даже далеко копать не будем. 20 век. 20 век Заки Валидов объявил Первую Башкирскую республику. Когда император... Там история вкратце была такая. Значит, император Николай II вместе с семьей ушел в мир иной. Нет императора, нет империи. Формально, ну, все, государства нету. Какая-то ничейная территория получается. Да, то есть, раз императора с семьей нету, значит, а это была раньше империя, то это вообще ничейная территория. И первый объявил о своем государстве, и это, получается, Заки Валидов, ну, один из первых, он объявил Первую Башкирскую республику, Башкурдистан, на какой-то ничейной территории. Это спорный тезис, я как бы не готов его отстаивать, но вот я могу и так произнести. И что было дальше? Дальше у него была договоренность с Колчаком, что он признает, и так далее, и так далее. Вот это государство, соответственно, башкиры воевали на стороне белых. Они охраняли границу от Уфы до Оренбурга, держали границу от красных достаточно длительное время. Вот это вот была Малая Башкирия. И потом, соответственно, люди Валидова, они просто прочитали однажды письмо от Колчака, где Колчак, ввиду своих фашистских наклонностей, решил уничтожить национальные республики. Да, и поэтому Валидов решил перейти на сторону красных. Вот. Об этом у меня есть статья, которая называется «Роль личности Колчака в истории». Там показано, что все это из-за Колчака все это произошло. И что тут нужно понимать? Тут нужно понимать следующие моменты. Значит, ну, во-первых, там не только башкиры, там еще Алаш-Орда была так называемая. Это казахское государство, да, то есть казахская государственность, Алаш-Орда. И там было куча разных других моментов. В общем, они перешли на сторону красных. После этого Продразверска, красные там пришли, Продразверска, разные другие моменты. Башкиры они отправили на Западный фронт воевать. Почему-то
валидовское правительство с этим согласилось, мне как-то не совсем понятно. И дальше мы видим ситуацию с продразверсткой, с Голодомором, с тем, как вот эти мародеры, большевики, они отнимали последнюю еду, чтобы люди подыхали с голоду, которые в деревнях живут, и так далее, и так далее. Там начался Голодомор, и по словам Солженицына, больше миллиона башкир погибло. Либо, по-другому, 58% населения. Но они не все из-за Голодомора погибли. Да, скажем честно, там некоторые из-за боевых действий погибли, некоторые из-за Голодомора, некоторые из-за того, что их записали татарами, потому что их численность уменьшилась на переписях. То есть, допустим, когда потом большевики создали Татарскую ССР, там Татарская ССР была создана, все, что правее, все, что восточнее Закамской линии, это башкирские земли. И все те башкиры, которые там были, они были записаны татарами. То есть там было огромное, порядка 200 тысяч башкир. Все потом переписи смотрят, их стало 0. Почему? Потому что в тех же самых деревнях, где раньше жили башкиры, вдруг оказалось, что там живут татары. Была какая-то миграция, чтобы какие-то татары приезжали, какие-то башкиры уезжали из этих деревень. Нет, такого не было. То есть это те же самые люди, которые до этого были много-много переписей подряд записаны как башкиры. После того, как создали Татарскую ССР, они вдруг стали татарами. Вот чтобы было понимание, да? То есть это этноцид. Это, вот я вам показываю пример этноцида. Этноцид – это механизм по уничтожению этнического самосознания. Да? Лингвоцид – это уничтожение языка. Но мы сейчас не погружаемся в историю татаро-башкирского этноцида, да? Каким образом так называемые татары, искусственно придуманная общность, да? В том числе большевиками, в начале 20 века там, и в середине 19 века и прочее, как они использовались для уничтожения башкирского, значит, самосознания. Мы сейчас говорим про россиянство, да, про так называемую российскую нацию, в которую русских хотят включить, там, и использовать русских для ассимиляции прочих народов Российской Федерации. И вот смотрите, вот если мы в эту историю смотрим, то, что было за Кивалидовым, затем создание Татарской ССР, затем Сталин расстрелял правительство, первое башкирское правительство с Мулаяном Халиковым во главе и так далее. Татарского он не стал расстреливать, да, потому что он сам его создал, его задача татаризировать башкир. Вот это хитрая такая политика по татаризации башкир. И что мы вообще видим? То есть вот то, что было, потом Голодомор, продразверстка, вилочное восстание, которое произошло вот как раз в Мензелинском уезде и так далее. А в чем смысл вилочного восстания? В том, что они не только убивали большевиков, вот эти люди, да, крестьяне, и причем они были не только башкиры, там были русские. Это началось в деревне Елань, там были русские крестьяне. И самое смешное, вот эти русские крестьяне, они начали убивать большевиков, и под лозунгами присоединения к Башкортостану все это началось. То есть вот это было интернациональное антибольшевистское восстание, в котором были в том числе и русские крестьяне, чувашские крестьяне, башкирские крестьяне, тептяри и прочие. Да? Я слово татары не произношу, потому что вряд ли у них на тот момент была татарская идентичность. Это потом им татарскость навязывали. Да? Потом им все это навязывали, всю эту татарскость и так далее. Так вот, все эти люди, башкиры, тептяри, мишари, русские, чуваши и так далее, вот они подняли вилочное восстание, вообще-то, против большевиков. И одним из лозунгов, который у них был, это присоединение к Башкортостану. Там было что-то такое, что вот едет король Валидов, тра-ля-ля, да здравствуют Соединенные Штаты России, то есть вот так вот, то есть реальный федерализм и так далее. А почему они хотели присоединиться к Башкортостану? Не потому, что они так любят башкирский народ, они же русские, да, то есть русские крестьяне и так далее, а просто потому, что в Башкортостане не было продразверстки. В Башкортостане не было вот этих большевиков, которые, мародеров разных, которые ходили и забирали вот это последнее зерно хлеба там и так далее, и так далее. Да? То есть в Башкортостане было все нормально, там стояла башкирская армия на границах, там, соответственно, велась нормальная торговля, нормальная экономика, не было этих большевиков, которые потом все это сделали и так далее. Понимаете? Которые потом устроили Голодомор.
и уничтожение огромной части башкирского населения, да? Чтобы вы понимали. Вот. Так что и расказачивание потом все это было, да? Но расказачивание в большей степени касается не Башкортостана, а то, что было на Дону. Потому что казаки в основном воевали за белых, за белого царя и прочее. Лингвоцит, ингвоцит с убийством пассионариев – это у нас ситуация, которую мы наблюдаем. Давайте про геноцид еще продолжу. Да? Видите, вот первая часть – геноцид. Да? Взаимодействие разных народов между собой. Как мы еще видели геноцид? Где мы видели геноцид? Ну, например, что такое депортация Сталином разных народов? Калмыков, чеченцев, ингушей, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев, черкесцев и, возможно, кого-то другого еще. Там много разных народов, я всех не помню. Вот где-то я читал, что порядка 80%, 50-80% калмыков погибло во время депортации. Крымских татар там тоже депортировали. Кого-то в Казахстан, кого-то в Сибирь, там, кого-то еще куда-то. Слушайте, ребята, 50-80% калмыков якобы погибло во время депортации Сталином. Ну, вы просто подумайте, сколько калмыков убил Гитлер, сколько калмыков убил Сталин? Да? Вопрос, кто больше фашист, Сталин или Гитлер? Кто больше фашист? То же самое с прочими народами, с крымскими татарами, чеченцы, ингуши там, и куча других народов. То есть вот это фашистское государство как бы просто брало и людей отправляло в вагонах, чтобы они там умерли. И потом не стоит удивляться, почему у чеченцев такой менталитет. Например, да, вот когда они из депортации вернулись. Слушайте, не стоит удивляться. То есть это абсолютно нормально, когда другого менталитета быть не может. Другого менталитета быть не может. Вот, после такого фашизма. То есть, вот просто сравните, что сделал Сталин, что сделал Гитлер. Да? И кто из них больше фашист. И может быть они оба фашисты. Может быть они оба фашисты. Вот я не могу однозначно на этот вопрос ответить. И вообще, представляет ли ценность вот что, какое-то такое государственное образование, которое вот такие вещи делает, да, и причастно к таким вещам? Для чего оно вообще нужно? Вот зачем оно? Зачем? Ради чего? Теперь давайте подумаем дальше. Лингвоцид, этноцид, значит, то есть депортация. Вот я рассказал вам про геноцид в 20 веке, да, внутри данного государства чудного. Вот, смотрите. Это вот большевики против башкир, Голодомор. Больше миллиона башкир погибло со слов Солженицына, 58% населения. Депортация калмыков и прочих кавказских народов, крымских татар, там еще кого-то. И когда у них погибло тоже огромная доля населения в результате этих депортаций погибло, да, это вот геноцид. Дальше у нас геноцид, это пример опять с чеченцами, когда порядка 100 тысяч чеченцев погибло во время войны за независимость Чечни и Ичкерии. Да, вот где-то 100 тысяч. Вот вам конкретные примеры. Это геноцид. То есть в последнем случае геноцид осуществлялся просто ради того, чтобы эти люди не создали независимое чеченское государство. Чтобы его не было, их решили убить. Ну, кто-то считает, что они недостойны того, чтобы у них было свое национальное государство. Вот. Чтобы у них не было своего национального государства, какие-то войска зашли и начали их убивать. Я считаю, что это фашизм. Да? Кто-то считает по-другому. Окей. Я свое мнение не навязываю, я просто говорю. Я считаю, что люди, которые пришли и начали их убивать просто за то, что они хотят иметь свое государство, это фашисты, с моей точки зрения. Дальше. Лингвоцид, этноцид с убийством пассионариев. Да? Следующий момент. Лингвоцид, этноцид с убийством пассионариев. Что такое лингвоцид, этноцид с убийством пассионариев? Ну, это ситуация, когда навязывается какая-то идентичность и какой-то язык. Вот я сейчас говорю на русском языке. Почему я говорю на русском языке? Потому что с самого детства мне внедряли этот язык. Я пошел в школу, в детский сад, там все время на этом русском языке.
Это не мой родной язык. Я не хочу говорить на русском языке. Я живу в Республике Башкортостан. Это моя родина, Башкортостан. Я башкир по национальности. Я башкирский либеральный националист. Я не хочу говорить на русском языке. Я на нем лучше всех говорю. Я на нем говорю лучше, чем на башкирском и лучше, чем на английском. Мне специально с самого детства внедряли этот язык. На каком основании? Почему? Потому что мои земли кто-то захватил и решил, что по праву сильного он имеет право мне навязывать чужой язык? Почему моим детям внедряется этот язык? Почему включаешь телевизор, там все время на русском что-то трындят? Там какие-то новости, фильмы и так далее. Почему нет канала, где круглосуточно мультфильмы и фильмы на башкирском языке? Почему у нас нет школ с башкирским языковым обучением? Почему у нас нет башкироязычных вузов? Почему мы не можем открыть франко-башкирские, англо-башкирские, венгро-башкирские вузы здесь нормальные и нормальных преподавателей сюда привести? Почему мы не можем сюда нормально инвестиции сюда привлекать в Башкортостан, чтобы не путинские олигархи там вкладывали деньги, да, а нормальные западные инвестиции, чтобы законы были не путинские вот эти, не путинское варье, а какое-нибудь английское право у нас было нормальное, хотя бы в отдельных районах Башкортостана и так далее. Да? То есть все это делается просто, чтобы уничтожить нас, нашу экономику уничтожить, все у нас забрать, внедрить вам этот лингвоцит и этноцид. Вот этноцид — это, соответственно, история, когда большинству, по сути, башкирского населения внедрялась татарская идентичность. Это история с этноцидом, история с русификацией, это когда, значит, тоже уничтожается национальная своя реальная идентичность и внедряется русская идентичность, российская идентичность и так далее. То есть вот то, что сейчас делает Путин, это на самом деле вместе с Валерием Тишковым, они придумали концепцию российской нации, и вот они ее внедряют. Это и есть лингвоцид плюс этноцид с убийством пассионариев. Это вторая степень. Значит, почему я говорю про убийство пассионариев? Потому что Биллингкэт, когда вот писал, кого они новичком отравили, там они Навального отравили, потом вот эти вот киллеры бегали, ездили, Никиту Исаева отравили, там еще кого-то. Там какой-то блогер был упомянут и какой-то лезгинский деятель национальный и так далее. То есть они его тоже траванули. И я уверен, что очень много как бы национальных деятелей из представителей национальных меньшинств, да, коренных народов России, они их поубивали там новичком, какими-то другими способами и так далее. Те, кто за языки выступали, там, за идентичность, за право народов на самоопределение, хотя бы в рамках государства там, какого-то, да, то есть без там, требования о сепаратизме и так далее. То есть они совершенно точно есть факты, где они таких деятелей убивают. И, соответственно, эти деятели находятся под риском. Поэтому тут не просто лингвоцид и этноцид с это лингвоцид и этноцид с убийством пассионариев. Это нужно понимать. Вот. И лингвоцид, этноцид с убийством пассионариев, это, например, пример, когда они расстреляли башкирское правительство. То есть они вот, башкирское правительство, Сталин когда расстрелял, они были пассионарными людьми все. Он их поубивал и внедрял там свою вот эту советскую коммунистическую элиту, которая потом для того, чтобы им внедрять вот эту вот советскость вот этим башкирам, да, уничтожать их родной башкирский язык, их религию, у них была раньше религия ислам, они во все это верили, и так далее, и так далее. Ну, хотят верить в этот ислам, фак им в руки, как бы я как башкирский либеральный националист говорю, хотите верьте там во что угодно, мне вообще без разницы. Хотите верьте, хотите не верьте. Теперь, что касается, да, вот второй пунктик, обратите внимание, лингвоцид плюс этноцид с убийством пассионариев. Вот. Теперь лингвоцид плюс этноцид просто. Но это когда они просто не убивают никого, а просто осуществляют лингвоцид и этноцид. То есть это осуществляется именно государством. То есть какое-либо фашистское государство начинает вам внедрять какой-то язык и не мешать вам говорить и развивать свой родной язык. Это вот видно на примере с моей историей перевода фильмов и мультфильмов на башкирский язык. Первый мультфильм я перевел еще в 2019 году, выложил на YouTube канал Bashkortization, и как бы я посмотрел, что будет дальше. Потом я привлек людей, вместе начали переводить, озвучивать и так далее.
я из своего кармана начал платить деньги. Потом я решил участвовать на грантах. Прошлый год, 2020 год, был признан годом башкирского языка. Ни разу гранта я не выиграл. То есть первый раз подавался, несколько месяцев ждал, второй раз подавался, несколько месяцев ждал, третий раз. Потом я узнал, что эти деньги разворовывались Ростиславом Мурзагуловым, прочими лицами и так далее. На эту тему есть отдельные видео. Я делал обращение к Хабирову, я говорю, давайте, Хабиров, может быть, это сделай. Он ничего не сделал. То есть их задача просто уничтожить башкирский язык. Их задача быть пособниками в этноциде и геноциде. Не геноциде, а лингвоциде и этноциде. И вам нужно понимать, что первый шаг для этноцида – это лингвоцид. То есть первым шагом фашисты что делают? Фашисты первым шагом уничтожают ваш родной язык, чтобы ваши дети не знали родного языка, говорили на русском. Вторым шагом фашисты уже внедряют россиянскую идентичность вашим детям, чтобы ваши дети считали родиной Россию, чтобы они забыли про Башкортостан, чтобы они не помнили, что они башкиры, там какие-то другие национальности и так далее. То есть это фашизм в чистом виде. И их поддерживает государство, их поддерживает фашистское государство. Задача фашистского государства – внедрить вам фашистскую идентичность, фашистский язык. И нужно понимать, что такое фашистский язык. Фашистский язык – это тот язык, который специально внедряется. Вот, например, английский язык фашистским языком не является для меня. Для кого-то он, может быть, является фашистским, для ирландцев, может быть, еще для кого-то. Но для меня английский язык не является фашистским. Мои предки с англичанами как-то особо не взаимодействовали нигде. Да? То есть англичане геноцид башкир нигде не устраивали. Англичане никаким образом не связаны, значит, с голодомором башкир и так далее. Да? То есть для меня английский язык – это мировой язык, это язык западной цивилизации и так далее. И поэтому я добровольно выбираю английский язык в качестве языка общения, он мне больше нравится, я хочу именно на нем говорить, я хочу быть частью западной цивилизации. А, допустим, вот если мы посмотрим на уйгуров, да, или на тибетцев, которые живут в Китае, в государстве Китай, то я говорю, что ханский язык, с моей точки зрения, для уйгуров и для тибетцев является ханифашистским языком. Это фашистский язык. То есть специально ханцы внедряют свой фашистский, ханифашистский язык уйгурам, тибетцам и прочим народам, которые эти ханифашисты захватили. Ханифашисты составляют примерно 77% населения этого так называемого ханифашистского государства Китай. У данного ханифашистского государства Китай имеется ядерное оружие, они неплохо растут в экономическом плане и так далее. И вот они сочли возможным для себя захватить территорию проживания Синьцзянь-Уйгурского автономного округа уйгуров, территория Тибета и прочее. Так как там нету западной цивилизации, то ничего противостоять западной цивилизации вот этим ханифашистам не может на текущий момент, но, возможно, что-то сможет в будущем сделать, я не знаю. Вот. Соответственно, да, это нужно понимать. И вот аналогичным образом любой язык, который специально внедряется с помощью государственных институтов, это фашистский язык. Да? И, соответственно, с моей точки зрения. То есть, понятное дело, что язык сам по себе не является фашистским. Да? То есть, как бы, это субъективное мнение мое, что он является фашистским. Но его нужно именно так воспринимать. Именно так нужно воспринимать тот язык, который специально внедряется, который используется для уничтожения родных языков, для уничтожения в будущем соответствующей идентичности этнической и так далее, и так далее. Да? Вот этот момент нужно иметь в виду. То есть нужно констатировать следующее. На текущий момент мы имеем ситуацию лингвоцида и этноцида на территории Российской Федерации. Вот это. Иногда даже с убийством пассионариев. Да? Иногда с убийством пассионариев, ну, либо их посадкой в тюрьму, там, еще что-нибудь и так далее. Они там, например, могут открыть уголовное дело там, за призывы не изучать русский язык, там, да, там, за объявление русского языка фашистским языком, там, за, как это называется, что они там еще могут предъявить, что-нибудь такое. То есть никаких призывов в моих видео нет, обратите внимание, да? Нет никаких призывов в моем видео. Я говорю, что я имею право, и мои дети имеют право на школы и вузы, и мультфильмы, и фильмы на родных языках. И не только мои дети. Марийские дети имеют то же самое право на школы, вузы на марийских языках, ЕГЭ на марийском языке, мультфильмы, фильмы на марийском языке и так далее. Удмурты имеют право на мультфильмы, фильмы на удмуртском языке, школы на удмуртском языке, вузы на удмуртском языке, чуваши,
Эрзя, Мокши и прочие народы имеют право на фильмы и мультфильмы на чувашском, Эрзя, Мокши языке, на фильмы и мультфильмы на соответствующих родных языках, вузы, школы на родных языках и так далее. Карелы, коми то же самое имеют осетины, ингуши, чеченцы, аварцы, даргинцы и прочие народы, якуты, буряты, калмыки и прочие народы имеют полное право на мультфильмы и фильмы на родных языках, школы на родных языках, вузы на родных языках и так далее. Вот это мое мнение. Да? А те, кто препятствует этому, в том числе государство, которое этому препятствует, и физические лица, которые этому препятствуют, они являются пособниками лингвоцидников и этноцидников, то есть фашистами. Я напоминаю, националист – это тот, кто любит свою нацию, нацист – это тот, кто ненавидит чужие нации. Те, кто ненавидит чужие языки, хотят их ассимилировать, чужие нации хотят их ассимилировать и уничтожить путем русификации, путем навязывания чужой идентичности, россиянской нации, российской нации, это пособники нацистов, потому что Гитлер уничтожал еще раз с помощью геноцида, а они уничтожают нации, языки с помощью лингвоцида и этноцида. Вот, да, видите, этноцид, лингвоцид. И одним из людей, который осуществляет и лингвоцид, и этноцид, является Владимир Владимирович Путин. А также Тишков, другой такой человек, Валерий Тишков, да, и уважаемый представитель западной цивилизации. Если для Путина вы не можете ввести санкции, то, может быть, для Валерия Тишкова введете санкции. И для ряда лиц из Башкортостана, которые не выделили деньги на перевод мультфильмов, фильмов на башкирский язык, да, введите, пожалуйста, санкции. У них есть имущество в Австрии, у них есть имущество в Испании, у Музаголова точно есть. В Испании имущество есть, да, в Австрии есть и так далее. Введите, пожалуйста, санкции. Это люди, которые причастны к лингвоциду и этноциду башкир. Из-за них у нас нету мультфильмов и фильмов на башкирском языке, у нас нету вузов на башкирском языке, у нас нету детских садов на башкирском языке. Они поставили вывески, где нету башкирского языка, они унижают наше человеческое достоинство, они хотят нас русифицировать, уничтожить нашу башкирскую идентичность и прочее. Уважаемые представители западной цивилизации, да, как бы вот примите к сведению данные слова. Хабиров, он не самый как бы плохой персонаж, скажем так. Путин его специально послал, чтобы он тут самую грязную работу выполнял, это понятно было. Вот, поэтому вы сами думаете, принимать мои слова к сведению или нет, либо вы по-другому будете действовать. Но Тишков совершенно однозначно, вот против него давайте санкции вводите. Теперь, пожалуйста, да, слово забыл сказать. Мультикультурализм. Вот. Что такое мультикультурализм? Если говорить про санкции, то санкции вводите против всех судей, которые, когда к ним обращаются представители коренных народов России на родных языках, они начинают им трындеть, что типа вы не на русском обращаетесь, не имеете права, тра-ля-ля. Вот судья, которая в Карелии, по-моему, было, там какой-то парень на карельском языке что-то сказал, и она начала трындеть, говорите на русском, тра-ля-ля и так далее. Но она, значит, не уважает его право Карела в Республике Карелия иметь судопроизводство на карельском языке. Введите, пожалуйста, против нее санкции. Просто, когда она выйдет за границу, там, арестуйте ее, арестуйте все ее счета, не давайте ей визу там, и так далее. Ну, хотя бы так. Против всех этих судей. Теперь мультикультурализм. Вот. И, кстати говоря, я прошу представителей коренных народов России на электронную почту bashkortization@protonmail.com присылать ссылки и информацию на все преступления против национальных меньшинств и список преступников, причастных к лингвоциду и этноциду. То есть вот судья, который так делает, да, данные по ней, кто она такая, фото, видео, ссылки и так далее. В чем конкретно заключается преступление, да? Там какие-то люди, которые, значит, специально идут в школы, да, там, когда в школе хотят открыть класс на башкирском языке, появляется какая-нибудь дамочка из ФСБ под видом одного из родителей, и вот, типа, и начинает трындеть. Вот, типа, вас тут 20 человек, а я одна, вот мой ребенок не сможет изучать в достаточном объеме русский язык из-за вашего башкирского языка, поэтому вы не можете башкирский класс открыть. Давайте там, и все, ну, понимаете. Вот у таких родителей и их детей тоже необходима информация, потому что из-за этих людей уничтожается башкирский язык. Да? То же самое они делают в Татарстане, то же самое они делают в Марий-Эл, в Мордовии, в прочих республиках. Да? Их задача, это же люди не сами по себе русские, да? Это
этнические русские, которые используются ФСБшниками. Это ГБУХа платит им деньги, это агенты-провокаторы. Да? Они просто думают, что как бы Брейвиков не найдется среди нас. Они думают, что мы будем все это терпеть, да, и потом кто-то не сорвется и не начнет убивать. Вот они думают так. Они думают, что мы будем терпеть, как насилуют наших детей чужим русским языком. Да? Они будут радоваться и смотреть. Им хочется побольше крови, им нравится кровавая баня, им геноцидов, которые были на протяжении последних нескольких веков в этом фашистском государстве, да, им недостаточно. Вот. Я думаю, что на самом деле, ну, я не буду говорить точное количество, но я думаю, что если вдруг какие-то брейвики, вот Альберт Райзен, да, Альберт Райзен, он не брейвик, он совершил самосожжение, но если вдруг найдутся брейвики в каких-то народах, по очереди, может быть, которые будут каждый месяц по одному брейвику, пока им не вернут право на родные языки, на обязательное изучение родных языков в соответствующих школах, да, то вся система эта фашистская посыпется. Вся эта фашистня русифицирующая, которая навязывает русский язык в школах, которая не дает нам изучать башкирские языки, которая не делает ЕГЭ на башкирском языке, это все рассыпется. Да? Мы все едины, мы все марийцы, мордва, башкиры, удмурты, татары, чуваши, буряты, калмыки, мы все едины за право изучать наши родные языки, да? За право изучать наши родные языки и за право не быть русскими. Мы не русские, мы не хотим быть русскими, мы имеем право не быть русскими. И сейчас 21 век, и в рамках западной цивилизации есть понятие мультикультурализм. Вот смотрите, уважаемые русские, смотрите, мультикультурализм. Вот. В соответствии с этим понятием мультикультурализм мы, представители нерусских народов Российской Федерации, имеем право на свои языки, культуру и прочее в рамках западной цивилизации. Я понимаю, что у нас тут нет никакой западной цивилизации, есть то говно, которое Путин установил. И вы, значительная ваша часть, является имперцами, да, имперофашистами. Вы хотите нас всех русифицировать, вы хотите насиловать наших детей русским языком, вы хотите уничтожить наши национальные республики. Возможно. А возможно, вы являетесь русскими либеральными националистами. Если вы являетесь русскими либеральными националистами в нормальном понимании, то есть не так, что, как обычно бывает, да? То есть вы не хотите нам навязать свою русскость, свой кириллический алфавит там, да, и так далее. Чтобы вы понимали, уважаемые русские, некий депутат Госдумы по фамилии Затулин, да, трындит о том, что вот, видите ли, в Казахстане перешли на латиницу. Какое его собачье дело? Какой алфавит используют казахи? Какое его собачье дело? Это казахский язык. Казахстан не является колонией Московии, москалей, там, московитов и так далее. Казахстан это независимое государство. Они сами решат, какой язык им использовать и какой алфавит им использовать. Если они не хотят использовать кириллицу, они не будут использовать кириллицу, они будут использовать латиницу. Я, правда, не думаю, что использование латиницы как-то приблизит их к западной цивилизации. Ну, духовно, там, я не знаю, как не духовно. В общем, с учетом проблем с коррупцией, с экономикой там, и прочее, как бы, ну, алфавит они сделали, как бы, да, сделают или сделали, но там более серьезные есть проблемы для того, чтобы быть ближе к западной цивилизации, на самом деле. Вот. Но это хотя бы направление, это такой выбор, что вот люди хотят быть частью западной цивилизации. Да, и поэтому выбирают латиницу. И все нормальные люди, ну, с моей точки зрения, они хотят быть частью западной цивилизации. Ну, если кто-то не хочет быть частью западной цивилизации, ну, не будьте. Но в любом случае, если вы считаете, что вы там коммунист, Советский Союз, я вам напоминаю, там был интернационал так называемый интернационал. Поэтому, если вы, как бы, вы в идеологической ловушке, поймите меня правильно, да? То есть вы либо за интернационал, либо за западную цивилизацию. Ну, либо за что-то еще, да? То есть, если вы себя позиционируете не как фашист, то вам в любом случае придется признать наличие этнических меньшинств, коренных народов России, и их право на родные языки, их право на собственную идентичность, их право на мультфильмы и фильмы на родных языках, их право сдавать ЕГЭ на родных языках,
и их признать тот факт, что русификация – это фашистская политика, фашистским государством, путинским режимом и так далее. У вас другого выбора нет. Если вы западная цивилизация, то в рамках западной цивилизации есть мультикультурализм, а политика, вот она, мультикультурализм, да? А политика Путина, это она антимультикультурализм, она направлена на то, чтобы уничтожить все языки, кроме русского. Если же вы изображаете себя коммуниста, ну, то в советское время там существовал формальный интернационал. И они все трындели, вот интернационал, коммунистический, там они мировую революцию сделают, еще что-то. Тогда вам придется признать, что мы все имеем право на свои родные языки. Да, нам придется русский язык использовать, но мне точно придется, я на русском языке очень разговариваю. Я на башкирском не смогу вам столько трындеть, и вы бы не стали бы все это слушать на башкирском. На английском тоже я хуже разговариваю, чем на русском, поэтому мне просто приходится на русском разговаривать, все это говорить. Но это не означает, что мы не имеем права на фильмы и мультфильмы на башкирском языке, на школы и вузы на башкирском языке, на право на сдачу ЕГЭ на башкирском языке и прочее. Понимаете? Вот. То есть они уничтожили у меня язык, но они у меня не уничтожили этническую идентичность. Вот эти фашисты, да, с государства российского. Вот. А это на самом деле очень интересная штука, потому что вот ирландцы, да, они, к сожалению, как бы сказать-то, ирландцы, они в значительной степени, ну давайте, ладно, не будем про ирландцев говорить, просто я знаю, что у них идентичность сохранена, но язык не сильно сохранен. То есть, как бы, очень незначительное количество ирландцев говорит на ирландском. В основном они по-английски говорят. И вот мы видим, что, как бы, ну ладно, вот пример ирландцев, чтобы был понятен вообще, как бы, что нужно уважать все языки, что все нации имеют право на свои родные языки, все нации имеют право на свое образование на родных языках, что все те, кто против этого действует, являются пособниками фашистов, они являются пособниками этноцидников и лингвоцидников, потому что их действия приводят к тому, чтобы уничтожить соответствующие родные языки. Ну и есть еще последний пункт, это поддержка этно- и лингворазнообразия. То есть это когда на какой-то территории берут и специально поддерживают какой-то язык. Там, дают, вот если ты говоришь на таком-то языке, тебе дают специально премии, если ты документы на каком-то языке пишешь, там еще что-то. То есть специально стимулируют людей говорить на таком-то языке. Это вот последний пункт. Мы сейчас находимся на стадии лингвоцид плюс этноцид. Это раз. Да? Либо же лингвоцид плюс этноцид с убийством пассионариев, это два. Ну, как бы вот между этими двумя стадиями мы находимся. То есть, если они меня убьют или посадят, то мы находимся вот здесь вот. Лингвоцид плюс этноцид с убийством пассионариев. Если меня оставят живых и дадут мне возможность уехать за границу, и чтобы я там получил политубежище, то значит у них лингвоцид плюс этноцид в данном фашистском государстве. Вот, чтобы было понимание. Вот данную табличку я вам показал, чтобы было вообще понимание того, что происходит с языками в данном чудном государстве Российская Федерация. Но, как бы, еще раз хочу повториться по поводу русских республик. Русские республики нужны для того, чтобы русские обрели свою субъектность в рамках Российской Федерации и не мешали коренным народам Российской Федерации в рамках их национальных республик жить. Никто, ну, по крайней мере, в Республике Башкортостан не собирается выгонять русских отсюда. Доля русских здесь будет сокращаться сама собой постепенно. Как-то, да, вот. Никто их отсюда не гонит. Русские занимают, если вы посмотрите совет директоров крупнейших компаний, они занимают высокие должности. Башкир там практически нету. Происходит дискриминация по этническому признаку, в том числе башкир. Башкиры полностью задавлены. У них нету нормальных фильмов, мультфильмов на башкирском языке. Их не переводят, да. Вывески везде висят без башкирского языка. Они издеваются над башкирами. Также производилась татаризация. Как бы, да, вот во время как бы, создания так называемой татарской ССР и так далее, и так далее. То есть башкиры здесь задавлены с нескольких сторон. Они задавлены
татарским вопросом, и они задавлены русским вопросом. Тем не менее, я верю в светлое будущее башкирской нации. Я верю в светлое будущее башкирской нации, и я уверен, что мы отстоим и свой язык, и право наших детей на башкирский язык, и право на мультфильмы, фильмы на башкирский язык, и право на наши вузы. Если не здесь, то надо их делать за границей. Да? Хотя бы кафедру где-то открывать башкирскую там, и так далее, и так далее. Потому что как бы это очень важно. Это очень важно. А русские республики в тот момент, когда... Вот смотрите, я в одном из видео сказал, что в тот момент, когда татарский националист переходит границу между Башкортостаном и Татарстаном и уезжает в Казань, он превращается в стратегического союзника башкирской нации. В тот момент, когда русский националист в русской области создает русскую республику, он превращается в стратегического союзника башкирской нации. Почему? Потому что у нас есть общий противник, это Кремль, Путин, олигархат Путина, те люди, которые захватили наши предприятия, наши ресурсы. В отличие от русских, у нас есть дополнительная проблема, связанная с этноцидом и лингвоцидом коренных народов России, навязыванием русскости, российского языка, российской нации и так далее. То есть они хотят нас всех смешать, чтобы вы понимали. Вот, уважаемые русские, я вам аналогию сейчас приведу. У Панасенкова Евгения есть такое, значит, видео, где он рассказывал, что брали крепостных крестьян, мужчин, потом женщин в два ряда, раздевали их и говорили: давайте, смешивайтесь, занимайтесь сексом. Там, первый с первым, второй, там, пятый с пятым и так далее. Зачем это было нужно? Затем, чтобы у них родились дети, и этих детей использовать как солдат. Для того, что для империи нужны солдаты. Понимаете? И вот точно так же вот это российское государство, да, фашистское государство, оно хочет нас смешать. Оно хочет, чтобы вот, русские смешались с башкирами, там, русские ассимилировали удмуртов, там, смешались с этими. То есть вы нужны им как бы ваши женщины, ваши мужчины, уважаемые русские, нужны для того, чтобы из нас всех сделать россиянцев. Вас примерно 80%, как бы, да, и поэтому вы большинство, и поэтому если нас всех смешать, то мы все будем говорить на русском языке. А мы говорим, что мы имеем право не смешиваться. Да? Мы не хотим смешиваться. Мы, извините, не хотим с вами смешиваться. Мы имеем право с вами не смешиваться. Мы имеем право не быть русскими. Мы имеем право на свою этническую территорию, на свою республику, на свой язык. И мы имеем право на то, чтобы наши дети были башкирами, чтобы они ходили в башкирские школы, чтобы они смотрели фильмы, мультфильмы на башкирском языке. Мы имеем право на свою культуру и прочее, прочее. Эстонцы имеют Эстонию, латыши имеют Латвию, литовцы имеют Литву, финны имеют Финляндию, казахи имеют Казахстан. Почему мы не имеем права на свой Башкортостан? Почему марийцы не имеют права на свой Мариэл? Почему Эрзи Мокши не имеет права на свою Мордовию? Почему чуваши не должны иметь права на свою Чувашию? Почему вы решили нас всех сделать русскими? Ну, это не к вам вопрос, да? Вас, наоборот, хотят использовать. Просто я это все вам говорю, уважаемые русские, чтобы вы с точки зрения посмотрели на ситуацию с нашей стороны. Да? Вот посмотрели на ситуацию с нашей стороны. Я не против межэтнических браков. У нас очень высокое количество русско-башкирских браков. Да? Я против того, чтобы вы пытались свою русскость нам навязать. Нам не нужна ваша русскость. У вас есть полно территории. Да? Вот, 7-я часть суши планеты Земля. Да? 7-я часть суши. Какой-то процент от этой суши составляет национальные республики. Вы не мешаете национальным республикам. Если вы скажете, что вот, национальные республики развиваются, тра-ля-ля, там, сепаратизм, я вам отвечу простым образом. Мне больше подходит ситуация, если вдруг будет какое-то говно в Кремле сидеть с ядерным оружием и говорить: башкиры, если вы захотите выйти из состава России, мы кинем ядерную бомбу по Уфе. И мы оценим все эти риски и скажем: да, мы не хотим, чтобы на нас какое-то говно из Кремля кинуло ядерную бомбу, да, и уничтожило нашу нацию. Поэтому мы будем в составе вашего государства. У нас будет ваш государственный русский язык и башкирский язык тоже. Да, и мы будем, значит, вынуждены ваш российский рубль считать своей валютой там, и прочее, прочее. Но зато у нас будут свое все национальное. У нас будет все
национальный язык, национальные, значит, вузы, национальные университеты, фильмы, мультфильмы на башкирском языке, переведенные американские там разные, да, и какие-то другие и так далее. Вот лучше такая ситуация, чем та ситуация, которая сейчас. Под страхом уничтожения ядерным оружием каким-то фашистам там из Кремля, но при этом иметь все свое национальное, да, ну, как бы просто ядерное сдерживание. У нас же нету своего ядерного оружия, чтобы мы противоставили его Кремлю. Да? Нету, поэтому что мы можем сделать? Мы можем как бы сказать, ну, у вас есть ядерное оружие, вы давайте просто нас убейте, если мы решим из состава вашего государства выйти. Как бы раз и все. Зато у нас тут все будет свое, и никто не будет нам мешать. Вот. Это вот такая ситуация мне больше как бы устраивает, да? Вот, скажем так. А говно из Кремля будет иметь полное право применить по нам ядерное оружие, если мы из состава его фашистского государства решим выйти. Как бы не вопрос. Абсолютно. Поэтому, уважаемые русские, вот такая вот ситуация. Мы не виноваты, что мы в рамках одного государства оказались. Поймите, вот мои предки жили здесь еще тысячи лет назад. Упоминания о башкирах существуют еще в китайских хрониках, 7 век. Да? Потом Ибн Фадуан, 9 век. Потом хан Башкорт, который был в 1100 каком-то году, он прискакал Полоцк, по-моему. Там Полоцк, там история с каким-то князем вашим. Это на территории Украины, современной, кстати, Украины все это находится и так далее. Он прискакал туда с 20 тысячами войск, когда не было там Москвы не было в тот момент. Москвы не существовало в тот момент, когда хан Башкорт прискакал в Полоцк, чтобы вы понимали, уважаемые русские. И я не виноват, вот мы не виноваты, что мы являемся коренными жителями, что мы здесь живем, как бы, что это вообще наша территория, что у нас есть свой язык, что и так далее. Мы вообще в этом не виноваты. Почему мы должны страдать из-за того, что какое-то государство здесь появилось? До России здесь куча разных других государств было. У нас было свое государство здесь и прочее, прочее. Баскардия нам показана на разных картах и так далее. Это то, что ваши историки, Сталин там и так далее, он, Дешти Кипчак до этого еще был, то, что ваши историки, Сталин запретил, значит, изучать историю тюрков, еще что-то, это не значит, что как бы мы должны, значит, все это забыть и стать какими-то русскими и так далее. Мы не хотим быть русскими. Мы имеем право не быть русскими. Ну, вот как бы вот такой момент. Вот. И ваш любимый человечек из Кремля, у него жена, вообще-то, Кабаева, она из наших западных, скажем так, в кавычках, я уточнять не буду, откуда именно. Я сам удивился. Видимо, вот этот кремлевский чел, он не хочет, чтобы его дети имели башкирскую идентичность по матери, да? Он хочет, чтобы они имели русскую идентичность, и поэтому он всячески уничтожает башкирскую идентичность, башкирский язык, там, вот эти школы и так далее. Не знаю, он думает, что вот если он уничтожит и так далее, не знаю, посмотрим, мне самому интересно. Вот. Поэтому я еще раз повторяю, мы живем в 21 веке. 21 век это у нас век, когда есть такие понятия, как human rights, права человека. И права человека, они защищаются в рамках западной цивилизации. В западных цивилизациях обеспечивается мультикультурализм. Вот он, мультикультурализм. Видите? То есть геноцид, лингвоцид, этноцид, как бы такого нету. Это все устарело, уходит. Все те, кто причастен к лингвоциду, этноциду, геноциду, они должны быть наказаны, жестко наказаны. У нас мультикультурализм. Это означает, что в Башкортостане будут мультфильмы и фильмы на башкирском языке, каналы круглосуточные на башкирском языке, школы башкирязычные, вузы башкирязычные и так далее. А те, кто будет этому препятствовать, это фашисты. И фашисты должны быть соответствующим образом наказаны. Вот. Примерно такая ситуация. А что еще хочется сказать? Ну, я уже достаточно долго говорил. Я говорил, может быть, одни и те же мысли много раз. Но, как говорится, повторение мать учения.
повторение мать учения, и это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально, так и должно быть. Спасибо за внимание. Это была программа «Размышлизмы» от 18 марта 2021 года. До свидания.